В Усть-Нере этой весной хватает своих забот. После зимнего разлива канализации в администрации поселка составили график по очистке от грязного льда и подготовке к пропуску талых вод. О том, как идут работы, расскажет Светлана Поцелуева. На сегодняшний день работы по санитарной очистке поселка, проводимые под контролем администрации Усть-Неры, ведутся с отставанием от графика. Днем уже 0 градусов, с каждым днем теплее, а объем работ не уменьшается. Учитывая то, что сейчас у нас установились ночами достаточно низкие температуры, я думаю, что мы успеем провести эту работу до массового схода талых вод с подсобников. Подстанция, обеспечивающая электроэнергией райцентр и оба микрорайона, расположена на берегу протоки. Мы побывали здесь вместе с депутатами. Если пойдет оттайка и бурно, естественно, потечет вся вода к нам в помещение. Да. Все, вот снизу затопит, все мгновенно. То есть мы отключаем, мы не ждем, когда будет взрыв происходить, короткое замыкание. Сразу отключаем весь поселок. Есть программа, есть. Почему сегодня эта программа не выполняется? Почему никто ни за что не отвечает? Почему сегодня нету людей вот здесь и не исполняется ничего? Население говорит протока, но по сути это горная речка, протекающая внутри поселка. Похоже, в этом году она вновь подтопит дворовые территории и дома, стоящие на берегу. Под сбросными водами не видно берегов, мосты вмерзли в лед. Мы запустили одну единицу техники. В данный момент она работает чуть ниже у нас по улице Маткипладзе. Постепенно они дойдут до станции 0,4. И дальше, начиная от этого перехода, мы будем пропаривать это все вручную. У нас уже сроки сжатые, будем оттайку пробовать делать. Да и, скорее всего, здесь поставим знаки, что уже проход закрыт. Мы продолжаем следить за ходом работ. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера.